Ну что, Валентина Михайловна, слово вам. Слово первому заместителю министра культуры и туризма Удмуртской республики Делишевой Валентине Михайловне. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне вас так называть, потому что мы с вами являемся одной командой по подготовке и проведению тех мероприятий, которые буквально пройдут в нашей республике в ближайшее время. Второй всероссийский фестиваль, конкурс классического танца. И второе мероприятие 12-14 мая, фестиваль всероссийский, открытый межрегиональный театр и дети. Оба эти мероприятия – это детские мероприятия, связанные с детьми. Мы стремимся к тому, чтобы наши дети выезжали на всероссийские, международные, региональные, наши республиканские конкурсы. Но сегодня особая честь. Вот в этих двух мероприятиях на территории нашей республики мы принимаем гостей, и мы будем делиться и своим опытом, и чему-то учиться у других. Это мероприятие на территории нашей республики проводит Министерство культуры Российской Федерации, проводит Всероссийский дом народного творчества, ну и, конечно, под нашим началом Министерство культуры и туризма, Республиканский дом народного творчества и, конечно же, наш постоянный партнер, не знаю, друг, Союз театральных деятелей в лице Александра Гаича, руководителя нашего регионального общества Союза театральных деятелей. Как сказала Валентина Михайловна, с 12 по 14 мая у нас в республике, в частности в городе Ижевске, состоится фестиваль «Театр и дети». В фестивале примут участие 13 коллективов. Это 7 коллективов из регионов России и 6 коллективов из Удмуртской республики. Из них 5 коллективов это из города Ижевска и 1 коллектив, известный у нас хорошо в республике, это театральный коллектив Кузеликаров, коллектив Духтарева Ольга Николаевна. Что касается коллективов из регионов России, это приедут представители из Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Мариэл, наши гости дальние из Ростовской области, города Ярославля. Поэтому я думаю, что все будет на самом высоком уровне. Я на своей памяти не помню, что в наше такое время проходило такое большое, огромное мероприятие. У нас коллектив 5 лет существует. В 2011 году в университете он как-то родился. Но у нас коллектив в двух словах, он молодежный, он не подростковый, а студенческий, молодежный такой. И в общем, вся наша творчество и работа, она, в общем, строится на национальной классике. То есть мы ищем те современные, старые какие-то классические произведения, которые, в общем, сегодня они востребованы, и пытаемся разговаривать, с молодежью на современном, как-то сегодняшнем языке. Вот такая в двух словах о нашем коллективе. Мне кажется, это большой опыт будет. И они познакомятся и с другими коллективами, и ижевскими коллективами. Потому что мы друг друга, в принципе, так не знаем. У каждого свой какой-то вакуум, свой зритель, свой. А вот здесь это общение, во-первых, это посмотреть, как работают другие коллективы, куда они идут, что они, в какой форме, в какой стилистике. Все это очень интересно, мне так думается. Наш ансамбль называется «Асыл-Яр», ансамбль татарской музыки, песни и танца «Асыл-Яр», что в переводе означает «драгоценные половинки». Коллектив создан был в 2010 году. Коллектив сам работает при Республиканском центре дополнительного образования детей. Кроме того, что они играют на музыкальных инструментах татарских, национальных, поют песни, танцуют, а еще при этом и играют. Хочу сказать, что почему играют. Вообще у нас разные жанры берем, но очень нравится детям, так как дети все-таки разного возраста, то это фольклор. И поэтому спектакль наш называется «Милләт без хазинәләре», это «Сокровища нации», татарского народа, конкретно построено на традициях татар Удмуртии, то есть это Балединского района, и еще Агрызского района, так как я сама оттуда. Мы соединили все эти несколько праздников и сделали такую постановку «Милләт без хазинәләре», где дети рассказывают о том, что какие праздники вообще интересные, что проходит, что все-таки на самом деле можно не только в компьютерах сидеть, что-то познавать, а можно и познавать тем, что
можно как-то играть на полянах, да, дома играть, какие-то национальные игры. Поначалу сначала все казалось сложно, но потом уже я начала развиваться, и в ансамбле у нас приходили ребята тоже, и у нас ансамбль пополнялся, и я узнавал много каких-то людей, я нашел там очень много друзей себе. Мне очень нравится, надо и танцевать, и петь надо при этом, и еще и играть надо. Это очень сложно. И успевать периодически. Да. Вот. И очень отрадно, что все-таки театры дети это национальные театры, которые могут говорить на своем языке и показывать спектакли на национальном языке. Фестивали на уровне республики, они проводятся ежегодно. У нас есть такие творческие смены ежегодно. Мы летом собираем одаренных детей, особенно до возраста школьного, в летних лагерях, куда выезжают наши творческие коллективы и театральные, где в летнюю творческую смену тоже происходят и постановки, и, в общем-то, интересные результаты. Действительно так, мы расширяем рамки, то есть мы приглашаем к участию не только коллективы культурно-досуговых учреждений, в том числе и среднеобразовательных школ. И поэтому здесь уже, да, действительно вопрос, желаешь ты или нет принимать участие, поэтому возможность есть у всех. Мы театральный коллектив «ДАИ-5», мы живем в первой школе искусств. Мы очень часто сотрудничаем с Всероссийским домом народного творчества и выезжаем на разные фестивали. То есть мы как выезжаем? Не просто мы захотели и выехали. Естественно, мы послали туда свое видео. И на очень разных фестивалях побывали. Это и в Югорске, и в Перми. Калуге. А в этом году даже мы заехали на Селигер, на озеро. Город Осташков, да. Что касается нашего спектакля, то он называется «Рождество». Он из двух частей состоит. Это наш взгляд на то, как мы видим Рождество в Удмуртии. То есть оно вроде бы русский праздник, но мы попытались внести туда какой-то национальный колорит, потому что тоже мы общались, прежде чем это все делать, мы тоже выясняли, общались с людьми. И все равно наше в Удмуртии, в деревнях, оно немножко по-другому празднуется. И это наше видение такое, мы всех приглашаем посмотреть, оценить, как это у нас получилось. И мы очень увлеклись, и дети очень увлеклись национальной культурой, и с удовольствием участвуют, с удовольствием поют. Им очень нравится. То есть у нас даже зал говорит, пожалуйста, не становитесь фольклорным театром. Мы говорим, нет, мы держимся. У нас на самом деле спектакли в самых разных жанрах, просто один из жанров фольклорный, и он тоже у нас неплохо получается, и мы с этим спектаклем на этом фестивале будем выступать, поэтому приходите, посмотрите, мы будем очень рады подарить вам наше творчество. Я вообще участвовал почти в каждом фестивале, у нас фестиваль же внутренний, Удмуртский фестиваль детских коллективов традиционный, поэтому я и ездил по районам, видел, правда, огромное количество спектаклей. В данном фестивале тоже, как вы сказали, 50 спектаклей я посмотрел. Правда, огромное количество ярких, интересных работ, которые достойны оценки, высокой оценки. Фестиваль есть фестиваль, это соревнования, победят самые лучшие. Я просто уверен в этом, жюри будет объективно оценивать работу каждого коллектива. И раскрою маленький секрет. Как сказал Калягин Александр Александрович, наш фестиваль – это своеобразная золотая маска. Только золотая маска наша, это всероссийский же фестиваль. И поэтому дипломы он с удовольствием подписал. Я раскрываю маленькую тайну, что дипломы уже подписаны, но кто их получит, будет вписано чуть попозже. Так что фестивалем заинтересовались на уровне России, так сказать, и Союз театральных деятелей в том числе, потому что при Союзе театральных деятелей есть еще и кабинет любительских театров, который интересуется работой всех любительских коллективов Российской Федерации. А в нашей Удмуртии любительских театральных коллективов, не считая только детские, около 5000. Так что я вам желаю удачи. Вы знаете, все спектакли хороши. В данном случае теперь уже дело удачи. Кому повезет, за кого проголосует, тот и станет победителем. А так, ей-богу, одна работает лучше другой.
Поверьте. Ну, если еще дополнить, если пройдут спектакли, вот вы, наверное, уже по баннеру видите, в Национальном театре и в Театре кукол. И в Национальном театре пройдут те спектакли, которые идут на национальных языках, будет использоваться система перевода, поэтому все, кто придут на спектакль, спокойно могут, неважно, знают они язык, не понимают, чувашский или там башкирский, все услышат, все увидят, все поймут. У нас очень замечательный Александр Гайевич Калягин, будут подписаны дипломы. Победители получат золотые и бронзовые, да, маски пикета у нас специально изготовленные, сувенирные такие очень интересные сделаны. И еще, да, еще сладкие призы будут, и каждый участник фестиваля получит такой рюкзачок, да, в котором, как он, да, с эмблемой фестиваля. Александр Александрович прислал сувенир фирменный с трагедии Еписки. Кому-то будет вручен. Я думаю, что это будет все запоминаемо. И, конечно же, наше очень большое желание. Мы хотим, чтобы и наше местное жюри, и жюри, которое приедет из Москвы, они бы увидели, насколько Удмуртия заинтересована в проведении данного фестиваля. И мы бы хотели, чтобы он стал на территории Удмуртской республики традиционным. И есть на это все возможности. И нам бы очень хотелось, чтобы зрителей было много, чтобы действительно увидели. Ведь мы живем и для того, чтобы вот этих детей, которые участвуют в коллективах, воспитывать, но еще и тех, которые посмотрят на все это и захотят еще прийти в эти наши коллективы. Поэтому если мы все сделаем так, как нужно, то, наверное, и через год вновь на Удмуртскую землю приедут и другие коллективы со всей России, и мы завоюем такое почетное право стать базовой площадкой для проведения вот такого фестиваля «Театр и дети».